новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Абхазия встречает соотечественников, прибывших на родину по программе Государственного комитета по репатриации. Что происходит с медициной Абхазии? Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с членами общественной палаты. История о зависимости, выборе и борьбе за жизнь. В Абхазском государственном молодежном театре готовят премьеру спектакля «Семья кровопийцы». Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Бадра Гунба принял студентов и преподавателей отделения абхазский язык и литература факультета искусств и наук Государственного университета Дюзджи. Приветствуя делегацию, Гунба отметил, что рад видеть соотечественников на исторической родине. Бзилашабита Карепсо, диаспора Хатарнакча, Дара Гуахораду, Пеха, Абсна, Шахатаз, Яхдерот, Иха, Шнапызлаку, Ауска, Кырдза, Хажларз, Гуахораду, Пасип Шаймадарана, Забжо, Иха, Шара Шоказара, Итагдзина, Халатжот, Хчапхико, Икула Уска, Бзилашабит Хашас Хоцкуяна год, Хара Егяран, Ега Инертсыкна, Хайбабара, Уи Дара Хтаспзио, Безманугзар, Яха Гублара, Хазан ход, Айбабара, Яха Имаря ход, Хгуана Гараи, Уипшимазарука на Халатжужер, Хара Хадапазлаку Уско, Яха Ацбара Арманшалара, Яхот Хаскуяна год. Издырот Кыршукса Танур, Ора Унапазлаку, Абри Апсу Безпрезцара, Куайквархара, Тарктола, Ихуах диаспора, Хатарнакча, Аразнагара, Араздзыргара, Уска, Ихя Уртасцара, Хуаги Халатшужаб, Абартхашкуса, Пшишкуса и Тагдзина, Атанури Шариховца, Шарш команды Инаргдзуасцараква, Кырсцас Кохтасу, Избанугзар, Издырот Дюзджа, имя Пашко, Уска, Апсу, Хенкарат университет, и Шарейц Хорара, Шусе Лагдзина, Апсо Безша, Аруларцара, Аганахела, Уи Дара Успзюб. Шай Убриастараху, я их Халатшужуб, и Цигахенткара Аганахела, Хацгалара Хатаху, Ацхорара Хатаху, Хара Хазахуё Пасипшико, Ацараку Ацбара, Тачузныг Бзила Шабит, Дара Гуахора Дуб, Искуяна год, Иха Хажлар, Инербалаги, Асипшико, Кырсцаско, делегация до Хачча Тарктулам Трара, Дара Хтастуны, Алот Хапсуларс. Асия Ускош Чурхазгова Сара Лунгалык ездил, Лапчевый из Безги, Сопаютен, Акутур министр Шуназги, Хапсуларс, Хагурс, Ечишка Ауско Срукшахатуб, Уягана Хала Гуря Шхамам Рамхич Дырстахуб, Шахахазгова Ейцаз Хаюзча Шейбецер Дырстахуб, Апсу Безша, Hajlar tsasısyamo, kültürsyamo, normusyamo izige knakne yechnakanı haydızgılwa reyhaydu reyhaykhado usup habsas guanaga zawe harak yahtakhız ubri mirzne ubri nahmirzla kamıştı izige hayknakne kültür gahsasko ge eknakvet hagwanaga rahamo ubri zahan da çakala çedala hazat kılvet Арахентеги хауа цхрара ари усре хаги шаснец ови агуражгар стахоп честно халгетсентеги абжу мишку какрчунзак ежуик да чежуик хаслон яоб сентати университет курч хахе асер захан яоб пушерс халазыр хуна збал квас ялыз хаква уртза аюап сорылан яwe за аю туммилатн яwe сиздир зомаха Ежуик хаслон яоб исышук сабас ежуе ятсаны наски янырчыны реха ахаркар корахки ицерты Türktüle geriye biz şu ekorxanı arepsine de vahada çahuntkar geçin ya azam işiş durwebş Türktüle huntkar abzorulu bari huntkar de üniversitet
حترزكو حاجل الريحبة حنتكار ريحبة حدياسبور جسنر تسارك جسن اختسك حالقيت حزيقي رام خيتي تالازا كلاس وبرز خالزا خكوز وبرا حقشدش كلازن تبوب حشاس حوي ابرياب اقشا يتني انا خابسو بزشناس ياتح حسيت وبري دوكيومان كور زايد غير توسكور جون زايد اسخرار لا حرجي يونيفرسيتي يونسقيا احسشك ايجكانا اتسوختن جبري حتسويچي زيغايت كلنا اكتر كلاسي بزيزن يالغن öbexiyayşı زايد كلنا şişvaxı hay ابرياب بزشنا ليتراتورچن bilimsel çalışmalar yaparak أنوك ينادحوا لنا وسكم يفكنا أتصارك وأتسنا حبسنا حنتكاري حري حيمدنا حنتكار صخرارجي أتسنا yürütmeye çalışacağız. يم يفحكش تبري أو صدح ولاش إز بنزر الدياسبورا جنيا وحواجلار Kalbi hep burada. رجورا خياو Yani ata vatanı ربسات جل رابتش ردجل hiçbir zaman için unutulmaz. زنزة ينحخشت ينرخشت تكاعتسا وبس ينادحوا لنا بس بري حنتكار خاطر بس حيد كلنا بتو حكوا يسوزر حرقي وبري ناد كلنا احنا بچنت ياي ويحال شو أرلا أري كل خرزنا وصدح والله Geleceğimizi aydınlık bir şekilde taşıyarak gelecek nesillere teslim. حبيب شرلشنا جار حبي بارتشيا وراب خيرلشنا وبارت رزنيامة تخوص واحتساش Teşekkür ederim. تبوب حشاس حود Ara sahir çügelistakın sıvızşa ahvarıge çügelistakın yeris koğanın aha maçkın aşvejara ayura Ускоскана балгу паташара пано баха яхирута затса игео дезер герчат юмцапа илмургата язо яра программа хатаятыз абсолют шият хелен адуне хцухва арюза хартамне ихамбазац حرا هرزوچو بخا حزشتلو программа хая хартам ара ядертыз дара аханырчтри а филолог абсолют цай азанат абсолют шей литературы Ианалгалагьы дара рҵаҩцәахоит ҳара ҳаиԥш, адиплом ирырҭо дырҵаҩуп, изанааҭгьы аԥсуа бызшәеи литературоуп ҳәа ианылоит, иара уа ҭырқәтәылома даҽаџьароума днеины ҳара ҳаиԥш аԥсуа дырҵара азин иауа. Уи еилаҳаны агьамыркит дара, иаароуҳәо инарыдуҵоз зегь ҟарҵоит, насгьы еибыҳәаны ҳаҟоу иалганы рдиплом рыманы ицеит акәӡам. Аҵара уси, аҵаарадырра уси рхадгаланы уахь ршьаҿа ихыргахьеит. Иагәылаланы абызшәа иҿартәышьа ҭҵааны, анаҩстәара рҵаҩцәаханы игыло, ауниверситет иадымҵуагьы ҳамоуп, иаанхо ҳара ҳазԥсахуа, анаҩс ашколқәа рҿы инеины аусура иалагогьы ҳамоуп, актәи агәыԥ ижәбо, рхы рыԥсаҭаны, абри иазааԥсаны иаазыртыз зегьы иаадыртыз анархаиуа инагӡахо иҟаланда ҳәа иашьҭароуп, егьирылшоит агәра ганы сыҟоуп, даара хаҭала сара агәаҳәара снаҭеит абри аус ахкы иагьымариаӡам. Ухы уԥсы зегь наҭаны, иахьа уаха иарадак умхәыцуа даҽак ашҟа ухшыҩ узимго убранӡа имариаӡам. Аха интересуп. Ҳара иахьа шьҭа маҷгьы ҳҽырбот, маҷгьы ҳаҽхәот, избанзар алҵшәақәа ҳамоуп. Аҩра аԥхьара ирымбацыз напыла аҩра шьҭкааны ируҭо атекст иаԥхьо иҭарҳәо аҟынӡа инеихьеит, зегь реиҳа сгәы иахәогьы ирҭахыҵәҟоуп. Уи иаҳау насыԥ ыҟаӡам рзы изыҳәан, ҳажәлар рзыҳәангьы. Анаҩсгьы дара ирҵаҩцәахо шьоук ракәны шәрыхәаԥшыр ҟалоит иахьагьы убранӡа ҳгәы рызҭоуп. Иазааԥсаз зегьы хаҭала ҭабуп сҳәоит, иӡбахә сҳәоит Шьаҳми Хоџьа, иарбан зҵааразаалакгьы ҳазцәырҵуа, егьи ус имазаргьы дныханы сааҭла дҳадтәалоуп. Ҳамҩақәҵо иҳарбо, иазааԥсаз зегьы, зҿлымҳау зегьы, агәабзиареи агәамшьеи Анцәа ишиҭаат, ҳус анархаиуа. Зживаат раԥхьаргыланы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет ҩнызқьла жәиԥшьыԥса раахижьҭеи абри ҷыдала џьабаа дбаланы аиқәшаҳаҭа бжаҵаны ҷыдала убри ауниверситет аҿы Кавказтәи аԥша анааҭа, убри ашықәс инаркны даараӡа џьабаа дыҟаха, убри абри Шьаҳми Хоџьа ибзоурала, аҭанур Аҟәа ибзоурала ауниверситет иҟанаҵаз аџьабаа рхәаны иацны жәашықәса инеиҳаны абас иҵит иалдыршаратәы абри аҩыза ахҭыс. Ишыжәдырԥшуа Кавказ абызшәақәа иаатны аус руеижьҭеи жәашықәса еиҳауп. Ари аҩыза ахҭыс иашаҵәҟьаны ҳажәлар рзы ари шаҿамырӡгоуп, шаҿа дууп, ирыдсныҳәалоит еиҭахгьы, Аԥснадагьы аҳәаандаҵәҟьа абри аҩыза шәазхәыц, арҵаҩы дуааӡо, нас уи
Ректор Абхазского государственного университета академик Райкен Олег Угварами принял делегацию студентов специальности абхазский язык и литература университета Дюзджи. Целью встречи явилось поощрение первых студентов, формирование положительного примера, моральная и символическая поддержка их в начале пути, обсуждение перспектив развития факультета. В ходе встречи ректор АГУ Олег Угварами подчеркнул значимость их выбора, выразил признательность за проявленный интерес и труд, а также ректор АГУ отметил, что подобное внимание станет важным мотивирующим фактором не только для них самих, но и для будущих студентов. Угварами подчеркнул, что развитие академического направления, где язык будет изучаться системно, также укреплять связи между Абхазией и ее диаспорой, объединяя усилия ради общей цели – сохранения самобытности народа. Академия наук Абхазии встречала соотечественников, прибывших в Сухум по программе летнего молодежного лагеря «Хештрих» Госкомитета по репатриации. Среди них студенты и преподаватели отделения абхазского языка и литературы факультета искусств университета города Дюзджи в Турции. Подробнее в репортаже Алисы Адлиева. Академия наук Абхазии получила предложение провести встречу с нашими соотечественниками, которые обучаются на отделении абхазского языка и литературы факультета искусств и наук университета Дюзджи в Турции. На встрече присутствовали академики, доктора наук и представители Академии наук Абхазии. Репатрианты посетили Абхазский государственный университет, встретились с президентом республики Бадрой Гунба, а затем прибыли в Академию наук. Evresi oluyor ilk olarak geldik. دار بخال ترى خايز أبري وصف شو ترى حبس وكلتور حساس الدنيا خزرقر الزحام شجاكو بحاو بس خسر سمو Hara haytan yayra dara takamı bizim iletişimimizin çok büyük şöyle işleroyt bunu biliyorsunuz. Harayha haşzıpşın yezgi haşzıpşın Biz bugün sizi bekliyorduk. Dün de bekledik sizi. Yeha şapsanış şu kohdiroyt Yorgun olduğunuzu biliyoruz bugün. Apsna khada fidi kalit Cumhurbaşkanımızın uyanevs apsna te hınkarat üniversiteta ректор Олег Угварами fidi kalit devlet üniversitesinde Около 25 человек прибыли в Абхазию. Гостям рассказали на абхазском и турецком языках о самой Академии наук, исторической повестке, а также о личностях, которые сделали важный вклад в развитие научной сферы Абхазии. Представители турецкой делегации, в свою очередь, рассказали о всех посетивших историческую родину. Выступающие с абхазской стороны говорили о непростых временах в истории Абхазии. Слушающие задавали свои вопросы и участвовали в оживленной беседе. Ботаника дбахча апсны йыгынат зауску дарадзе ирачоп а чай а цитрус рапхи апсны харах ботаника дбахча икнагыл апсны уй СССР ныгыз малар хаган апсны дара ярфшит чай плантация па цитруску ай бишраду ныгыз СССР Советы гыла Германия ги ай бишраду ныгыз Yeni yok başı kusaklısı. В реалгам теза, старых глыб, ядерная физика, ну, nuclear weapons. Да, убри кала, сара Сталина и Цби, отцарити дебра псна, рабхет институт убрезгу, обрядерты. Убри наркна, Аусура штырхит жаш ксарыла, абря хапслива институт ядзбызала, еще кугл СССР обджигаурату. Впервые в 2024-2025 учебном году на базе отделения языки и культуры Кавказа университета Дюзджи в Турции было открыто направление абхазского языка и литературы. Это событие не имеет аналогов ранее и по-настоящему историческое как для Абхазии, так и для абхазской диаспоры, представители которой внесли значимый вклад в реализацию этой идеи, проявив глубокую заинтересованность в сохранении родного языка, литературы и культурного наследия. Алиса Адлиева, Валерий Квикискири, Абаза ТВ.
Президент Бадра Гунба встретился с балериной Кристиной Чкото. Чкото – уроженка Абхазии, выпускница Академии русского балета, артистка Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Гунба выразил гордость за успехи соотечественницы, представляющей Абхазию на различных сценах и мероприятиях. Он отметил, что Чкото продолжает совершенствоваться не только как артистка, но и как педагог, пожелал ей творческих успехов и выразил уверенность в том, что ее пример вдохновит молодежь республики. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с членами Общественной палаты, рассказал о том, какие целевые программы осуществляет министерство, что приобретено для медучреждений в этом году. Рассказал о планах ввести платные медицинские услуги, а также ответил на вопросы, в частности о том, почему так мало выпускников медицинских вузов возвращаются на родину, почему не пересматривается запрет на аборты. Подробности в репортаже Марианы Котовой. Что происходит с медициной Абхазии? Какие есть успехи и перспективы? Какие проблемы и есть ли видение, как их решить? Узнали сегодня члены Общественной палаты у министра здравоохранения Эдуарда Будба. А самый первый вопрос, который интересует жителей республики – бесплатная или все-таки платная медицина в Абхазии? Наши близкие часто попадают в больницу, и мы сами там периодически лечимся, то положение дел здравоохранения республики мы все-таки знаем. Вот сдать анализы иногда хочется лучше сразу умереть, чем потом дальше лечиться. Вот эти вещи, это не только моя личное такое, но это население наше всегда спрашивает в Общественной палате, вы будете про это говорить или нет? У нас все-таки медицина платная или бесплатная? Министр здравоохранения Эдуард Будба отметил, что сейчас разрабатывается стратегия развития здравоохранения, в которую включен и этот вопрос. Если некоторые медицинские услуги в республике станут платными, больницы будут зарабатывать деньги, которые они смогут направлять на нужды лечебных учреждений. Вот это не значит, что мы сейчас возьмем и все вместе там введем и скажем, вот здесь за все надо платить. Надо очень аккуратно подойти к этому вопросу, который неоднозначную реакцию может вызвать в нашем обществе, потому что сегодня мы понимаем, что есть определенные ситуации, когда она априори как бы ситуация бесплатная, но по факту она имеет какие-то такие последствия, которые, ну, мы же говорим открыто, вот, поэтому тут мы хотим тоже подойти к вопросам, допустим, инструментального контроля. Если мы сделаем, допустим, КТ, МРТ, какие-то услуги там в платных палат, условий, почему нет, если человек хочет получить эту услугу? Как в Российской Федерации приехал, допустим, в клинику, я хочу отдельную палату, я, условно говоря, хочу какие-то условия. Это его право. Или там, допустим, пойти по пути лабораторных исследований. Мы в этом направлении тоже занимаемся. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Виталия Смыр, давно пора узаконить платные услуги в медицине, чтобы упорядочить этот процесс. Это надо узаконить. Если мы этого не сделаем, мы играемся, мы все время говорим, все же мы знаем, что за все мы платим. Но, к сожалению, это будет и для нас удобно. Вот какую категорию определить, инвалиды, участники Великой, они тоже спокойно, чтобы могли прийти себе погибших. А другие, у кого есть возможность, вот мы ездим в Россию, в Москву, хочешь, пожалуйста, одноместные, с удобствами, ты заплатил и пошел. Не хочешь, идешь, как и все, спокойно в очереди стоишь, даже эти стенды, чтобы ставить и так далее. Также интересует общественников кадровый вопрос в медицине. Почему Абхазия каждый год, отправляя в медвузы своих студентов, страдает от нехватки врачей, особенно узкопрофильных специалистов? Меня вот лично беспокоит вот те студенты, которые выезжают по лимиту, потом уже где-то вот на том курсе, где они должны выбрать профессию, вы мониторите или нет, те вот именно направления, которые у нас, собственно говоря, не хватает. Не хватает, вот я, прежде чем сюда прийти, тоже как бы уясняла для себя. Вот, например, в Гудаутской больнице вообще нет анестезиолога, говорят. И какие-то такие вот профильные, очень дефицитные направления в медицине, вот врачи, да. По словам Эдуарда Будба, просто получить специалиста с дипломом недостаточно. Врач должен наработать опыт в российских больницах, тогда он станет еще более ценным кадром в республике. Некоторые наши студенты уезжают, ординаторы, и потом не возвращаются сразу.
Это действительно наболевшая наша тема. Я вам объясню несколько факторов, которые приводят к тому, чтобы они там оставались. Во-первых, зарплаты российские несопоставимы с нашими местными зарплатами. Во-первых. Во-вторых, когда специалист едет в российскую клинику и получает там профильное базисное образование для того, чтобы состояться как специалист, он не может просто закончить и вернуться. Он будет не такой специалист, который может принимать какие-то правильные решения. Вы согласны со мной? Он должен получить практику. Он должен, я иногда даже там иду на то, чтобы в аспирантуру они. Там руководителю вчера письмо пришло, что мы, допустим, просим вас, вот такой хороший студент, там девушка, пусть она останется в аспирантуре, защитится и будет уже там, ну тоже приятно, когда мы понимаем, что в этой области узкопрофильных специалистов у нас не хватает. У нас не хватает детских неврологов, у нас не хватает детских хирургов, офтальмологов, у нас не хватает очень много специалистов. Кроме того, не все студенты хорошо учатся, а ведь за их учебу платит государство. Некоторые, скажу вам честно, очень плохо учатся наши студенты, а государство за них платит. А потом они опять хотят после академии выходить. Я вызываю родителей и говорю: послушайте, вот ваш студент, вот такие я запрашиваю у ректора оценки. Если ваш сын или ваша дочка не будет так учиться, вы будете платить из своего кармана семейного. А когда вы заплатите по 400, по 500 тысяч рублей, там, условно говоря, за год, за следующий год ваш сын и дочка очень будут хорошо учиться прилежно, потому что значит будут, что эти финансы идут из семейного бюджета. Пока нет документа, который бы юридически обязывал студента вернуться на родину, ничего не может гарантировать того, что по окончании вуза новоиспеченный медик приедет работать в абхазскую больницу, говорит Будба. Когда человек не имеет юридическую подпись, что я обязуюсь вернуться, да, ну, наверное, к этому вопросу мы тоже должны как-то системно подойти по государственному. На вопрос о том, как глава Минздрава относится к абортам по медицинским показаниям, Будба ответил, что такую норму необходимо ввести. Но решение этого вопроса не зависит от министерства. Как доктор я понимаю, что есть медицинские показания для прерывания беременности. Что вы для этого делаете, чтобы решить эту проблему? Сегодня это решается не на уровне Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения должно писать об этом и говорить. Да, ну пока на сегодняшний день вот так все это и осталось. Также Эдуард Будба рассказал о том, что в самом скором времени будет установлен ангиограф. Доложил о том, какие суммы на какие целевые программы выделены, в частности, Россией, а также о планах и перспективах. Марьяна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ. Парламентская рабочая группа по выработке предложений о поправках Конституции Абхазии накануне представила свою концепцию конституционной реформы в Народном собрании республики. Полную версию расширенного заседания рабочей группы смотрите на Абаза ТВ после выпуска новостей. Ну а в среду в Народном собрании пройдет очередное заседание сессии. На повестке дня более 17 вопросов. В их числе внесение изменений в Кодекс Республики Абхазия о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях, внесение изменений в закон Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления, внесение изменений в статью 34 закона Республики Абхазия о контрольной палате Республики Абхазия, законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства Республики Абхазия, ряд вопросов о переводе из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов и другие. Проблемы в энергетике, аварийное отключение. Сегодня утром произошло на первой перепадной ГЭС, сообщила пресс-служба Минэнерго. Обесточены были высоковольтные линии Ачумчира-220, Ачегвара, Игриси-1 и Игриси-2. Без света остались город Сухум, Гудаутский, Гагарский, Ткварчалский районы. Вскоре авария на первой перепадной ГЭС была ликвидирована. Энергоснабжение республики восстановлено. Вслед за этим аварийное отключение произошло на высоковольтной линии Ачумчира, сообщает пресс-служба Минэнерго. Без света остались часть Сухума и Сухумского района, Гудаутский и Гагарский районы. На месте работали аварийные службы Черноморэнерго. Авария также была ликвидирована, энергоснабжение восстановлено. ФСБ назвал самую опасную схему финансового мошенничества в Абхазии. Среди уловок финансовых мошенников, с которыми сталкиваются жители Абхазии, самыми опасными являются звонки в мессенджерах с легендой о безопасном счете. Большинство случаев обмана напрямую связаны именно с этой схемой. Схема «Безопасный счет» считается мошеннической классикой
Почему уловка срабатывает и как не дать себя обмануть, рассказала нам по телефону руководитель представительства ПСБ в Абхазии Виолетта Нижарадзе. Схема «Безопасный счет» считается мошеннической классикой. Распознать ее элементарно. Аферисты, применяя психологические манипуляции, убеждают жертву перевести деньги на сторонний счет, якобы в целях безопасности. Мошенники играют на свойственном многим людям страхе потери денег. В связке с фактором внезапности это заставляет жертву принимать необдуманные решения. Кроме того, преступники регулярно обновляют сценарии, что надо знать об этой уловке. Во-первых, аферисты представляются работниками банка, правоохранителями или, например, представителями спецслужб. Затем человека запугивают попыткой несанкционированного списания средств, а также преступники имитируют взлом личного кабинета, привлекая жертву к фейковым спецоперациям по разоблачению якобы мошенников из числа работников банка, запугивает несанкционированными списаниями по кредитным обязательствам или вынуждает оформить ненужный кредит с последующим переводом суммы по указанным реквизитам. Как итог разговора, жертве рекомендуют перевести деньги на якобы безопасный счет, а также специальные, резервные, гарантийные, депозитные, криптовалютные и другие счета. Поэтому ПСБ призывает жителей республики соблюдать базовые правила финансовой безопасности, помнить, что банк гарантирует и обеспечивает комплексную защиту средств своих клиентов. Более надежных площадок не существует. А в законодательстве, в принципе, нет такого термина, как безопасный счет. Подобная формулировка явно сигнализирует о мошенничестве, как и звонки от имени банка в мессенджерах или соцсетях. ПСБ никогда не использует подобные каналы для связи с клиентами. Будьте бдительны. Новую площадку начали строить на территории Сухумской средней 15-й школы нового района. Работы осуществляются при финансировании российской энергетической компании «Концерн Росэнергоатом» при взаимодействии с администрацией города Сухум. Строительную площадку посетил мэр Тимур Аграба, который рассказал, что открытие площадки состоится в день освобождения Сухума. Началось строительство многофункциональной спортивной площадки для баскетбола, волейбола, пинг-понга, тенниса и трибун на 200 человек. Строительство финансирует концерн «Росэнергоатом». Работы планируется завершить 27 сентября. 27 сентября будет открытие этой площадки. Мы находимся на территории школы номер 15 в новом районе. Это очень важное событие, так как в данном микрорайоне проживает очень много детей, молодых людей, которые имеют желание заниматься спортом, но ограничены в этом в связи с отсутствием таких площадок, спортзалов. И вот сегодня на территории данной школы началось строительство не только для учащихся этой школы, но и для детей, молодых людей, которые живут в этом микрорайоне и будут иметь возможность тренироваться, заниматься, состязаться на этой спортивной площадке. 6 августа на набережной Сухума пройдут гастрофестиваль и районная ярмарка, в которой примут участие все 7 районов, а также город Сухум. Также в этот день состоится праздничный концерт, в котором примут участие артисты абхазской и российской эстрады, рассказал заместитель главы администрации Сухума Константин Тарба. 5 июля в городе Сухум прошел гастрофестиваль, посвященный Дню городу, и он пользовался большим спросом среди жителей и гостей столицы. И вот организаторы и бизнесмены, занятые в сфере питания города Сухум, в честь открытия музыкального фонтана на порту решили организовать 3-дневный гастрофестиваль. В преддверии открытия музыкального фонтана фонд «Добрые технологии», это российский фонд, организовал концерт, привез свою сцену, укомплектованную светом и музыкой, сопровождением. Также привозят сюда разные ансамбли, будут выступать наши местные представители эстрады,
также представители российской эстрады. Также на площадке будет проходить много мероприятий. Это соревнования по стрельбе из луков, будут установлены фуд-траки, фуд-корты, будут представлены, самое главное, что будут представлены наши районы. Будет фестиваль районов Абхазии, это 7 районов и 8-й город Сухум. Будут соревновательные форме представлены кулинарные изделия, разного рода продукция, которая выпускается в районах. Также будут установлены ярмарочные стенды, на которых будет представлена местная продукция. Это гончарные изделия, кованые изделия. У меня идет 2,50, потом вот это. Да. Три детские площадки открыли в Сухуми 29 июля в парке имени Тараса Шамба, на улице Киарас, а также на массиве Гумиста. Всего будет установлено 5 детских площадок. Все они построены в рамках сотрудничества Абхазии и России за счет средств Краснодарского края. Мы благодарны нашим российским партнерам за оказание такого содействия. Хочу выразить искреннюю благодарность за установку прекрасных детских площадок. Установка детской площадки не только создала прекрасное место для игр и развлечений, но и стала источником радости для всех детей, подчеркнул заместитель главы администрации города Сухум Инал Авицба. В Доме Москвы в Сухуми началась серия уникальных мастер-классов от ведущих российских архитекторов. Ключевые темы дня – городские исследования, инструменты и методы изучения городской среды. Работа с образом объекта и работа со средой, актуальная архитектурная практика. Участники получили ценные знания, смогли продискутировать и обсудить актуальные вопросы с экспертом. Туризм и рейтинги. Абхазия может войти в топ стран для выездного туризма в августе, следует из данных РСТ. В Союзе уточнили, что спрос на зарубежные поездки не снижается, несмотря на проблемы с авиасообщением. Вместе с Абхазией в список лидеров войдут Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Китай, Арабские Эмираты и Мальдивы. Их доли различаются, но продажи либо соответствуют показателям прошлого августа, либо превышают их. При этом отмечается, что средняя цена турпутевки в республику выросла за год на 8,3%. Люди и даты. 29 июля 1938 года родился абхазский общественно-политический деятель, кавалер ордена Агдзябша первой степени Тарас Шамба. Он сыграл большую роль в объединении абхазо-абазинской диаспоры и становлении молодого абхазского государства. Тарас Шамба был талантливым юристом. Перед войной 92-93 годов он написал проект Конституции Абхазии, который стал базой для действующего основного закона республики. Во время войны его избрали президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, который он возглавлял 25 лет, налаживая контакты с диаспорами за рубежом. Тараса Шамба не стало в 2020 году. В его честь назван парк в центральной части Сухумы, там же установлен памятник. Кроме того, с 2023 года в АГУ стали проводить международные научно-практические конференции «Шамбовские чтения». Новости Абхазского госуниверситета. Подписано соглашение о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом с региональной общественной организацией Центра по организации научных, культурных мероприятий в сфере народной дипломатии. Подписи под документом поставили ректор АГУ, академик Раен Олег Угварами и руководитель Центра народной дипломатии Натальей Красовской. Первая программа сотрудничества между АГУ и Центром народного хозяйства является совместной с Центром народной дипломатии Новосибирского государственного технического университета совместно с фондом Сколково по программе технаставничества и будет осуществляться уже в сентябре. После этого планируется создать большую программу со школами, в которой будут развиваться новшества российской инженерной науки. Вокруг Центра народной дипломатии создан консорциум российских вузов по работе со странами Африки, куда входит 27 вузов.
Ученый совет, ректорат и профессорско-преподавательский состав Абхазского государственного университета поздравляет проректора по научной работе, языковеда, литературоведа, руководителя Центра лингвистики и информационных технологий, доктора филологических наук Академии Оман, профессора Джульетту Адлиба с днем рождения. В поздравительном адресе, в частности, отмечается: благодаря вашему неустанному труду вы завоевали заслуженный авторитет в научном сообществе как нашей страны, так и за ее пределами. Мы твердо убеждены, что ваши глубокие знания, исключительный талант, целеустремленность, активная жизненная позиция, высокий профессионализм будут и впредь служить на благо нашего национального университета и отечественной науки. В Пицунском храме накануне торжественно открылся музыкальный фестиваль, посвященный юбилею музыканта, дирижера, композитора, народного артиста Абхазии Надара Чанба. На церемонии открытия по приглашению руководителя фестиваля Бараса Куджба присутствовали президент Бадра Гунба, министр культуры Дауркова. Гостей встречал глава города Пицунда Рустам Аграба. Художественный руководитель фестиваля Барас Куджба, он же дирижировал государственной хоровой капеллой. В честь юбиляра капелла в этот вечер исполняла его знаменитые музыкальные произведения и обработки древних абхазских песен и духовных песнопений. В программу концерта также вошли произведения Вивальди, Глюка и другие. В этом году открытие нашего концерта посвящается Надару Викторовичу Чанба. Юбилей, 70 лет. И вообще роль в истории Абхазии Надара Викторовича Чанба очень важна, и подробно будет об этом говорить наша ведущая, заслуженный работник культуры Республики Абхазия Седа Ивановна Царгуш. Как всем известно, наш фестиваль – это мост между народами, да, это диалог между культурами, где мы все вместе встречаемся в прекрасном городе Пицунда. У нас есть возможность музицировать в таком особом духовном месте Пицунский храм. Приезжают к нам артисты из разных стран, тем самым мы демонстрируем всему миру, что у нас все хорошо. Наш видеоотчет с открытия музыкального фестиваля в Пицунде смотрите в эфире Абаза ТВ в ближайшие дни. В Абхазском государственном молодежном театре готовят премьеру спектакля «Семья кровопийцы. История зависимости, выборе и борьбе за жизнь». Постановку ставит приглашенный режиссер из России Дмитрий Акимов. Наша съемочная группа побывала на одной из последних репетиций «Слово Зауру Кварче». Глубокая тишина в зале, напряжение на сцене. Актеры проживают историю, где на карту поставлено все. Жизнь, любовь, семья. В пьесе «Семья кровопийцы» речь идет не о мистике, как можно подумать по названию, а о вполне реальных демонах. Наркотической зависимости и боли, разрушающей дом изнутри. Был выбран материал, который достаточно острый, остросоциальный, тяжелый. «Семья Вурдалака». Это в оригинале пьеса Василия Сигарева, так называется. Мы ее переработали, мы сделали, то есть, по сути, мы делаем спектакль, свою версию по мотивам этой пьесы. Мы назвали его психологическим триллером даже. То есть это история одной семьи, где есть серьезная проблема, сын наркоман. И, соответственно, именно история спектакля, она как бы выхватывает тот отрезок жизни этой семьи, когда мать и девушка этого парня принимают решение спасать его. Режиссер Дмитрий Акимов, выпускник Щукинского училища и лауреат театральных фестивалей, впервые работает в Абхазии. За плечами десятки постановок. Это особенное, признается он, и по атмосфере, и по масштабу задач. Работается в Абхазии прекрасно, чудесно. Во-первых, чудесные люди, это само по себе не может не радовать, когда ты работаешь с людьми, которые горят, жаждут заниматься творчеством, искусством и, опять же, и театром. Несмотря на то, что мы делаем достаточно мрачную историю, наши репетиции проходят в атмосфере какого-то такого тепла, дружелюбия, радушия, поэтому
Я надеюсь, что вот эта вот энергия все-таки она останется в спектакле. И несмотря на тяжелый контекст этого спектакля, эта энергия пойдет в зрительный зал и заставит зрителя еще не раз прийти на этот спектакль. В роли отца актер Аслан Анкваб. Его герой прикован к креслу, но именно его ошибки в прошлом стали одной из причин трагедии сына. За внешним спокойствием внутренний надлом, боль и молчаливое раскаяние. Спектакль проявляет те моменты, да, поведения человека, во что он превращается. Если человек свяжет себя с наркотой, чем это может закончиться? Это не только губительно для него одного, это цепь всего родства, всей семьи, проблемы. Так что спектакль я советую посмотреть. Тема очень такая болезненная для всех, особенно молодежи. Я советую посмотреть этот спектакль. Актриса Яна Качарава играет роль, которая не была в оригинале. Это режиссерская находка. Ее персонаж – символ, который, возможно, зритель раскроет не сразу. Это задумка режиссера. Зритель должен прийти и сам додумать. Это очень интересная роль. И здесь не только мой персонаж такой. Здесь есть еще несколько таких персонажей. Сам спектакль очень сложный и психологически, и морально. Не только для нас. Я думаю, все-таки для зрителей он будет восприниматься сложно, потому что встает перед человеком выбор. Выбрать хорошее для себя или плохое. Работа над постановкой шла всего месяц, но интенсивно, каждый день, почти без выходных. Репетировали на нескольких площадках, подстраиваясь под условия. Премьера состоится уже 3 и 4 августа. Постановка идет на абхазском языке с синхронным переводом на русский. Спектакль обещает быть, как мне кажется, динамичным, ярким и не таким безнадежным, как, например, это в первоисточнике, в пьесе. То есть мы все-таки оставляем форточку какой-то надежды на то, что у главных героев все будет хорошо. «Семья кровопийцы» — это не просто спектакль, это разговор, жесткий, честный и очень необходимый. Заур Кварджа, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Новости из мира спорта. Асхат Аграба единогласно избран новым президентом Федерации конного спорта Республики Абхазия на отчетно-выборной конференции, прошедшей 29 июля в Сухуми. Он сменил на этом посту Милора Шулумба и будет руководить Федерацией в течение следующих 4 лет. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду 30 июля в Абхазии ожидается преимущественно ясная, удушливо жаркая погода без осадков с высоким уровнем ультрафиолетового излучения. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба, ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 21-26, днем 29-34. Температура морской воды плюс 28, волнение морской воды слабо умеренное, относительная влажность воздуха 60-80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.